Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры сегодня Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии гости, и я рада их представить. Сегодня в нашей студии движение «Антирак» в лицах. Капиталина Алексеева, общественный деятель, публицист, руководитель пациентского движения «Антирак», член Общественного совета Минздрава Республики Саха-Якутия. Капиталина Капитоновна, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть в нашей студии и рада с вами познакомиться. Да, очень приятно. Мне тоже взаимно. Сегодня в нашей студии Татьяна Елонская, врач-онколог поликлинического отделения Якутского онкологического диспансера. Татьяна Вадимовна, здравствуйте. Здравствуйте. Все верно назвала? Ялынская. Ялынская, извините. Ялынская. Ничего страшного. Угу. Так, сегодня в нашей студии Катерина Кларк, координатор пациентского движения «Антирак», предприниматель, кандидат экономических наук. Катерина Николаевна, добрый день. Спасибо за приглашение сегодня. Спасибо, что вы нашли время сегодня прийти в нашу студию. Мы выходим накануне Всемирного дня борьбы с раком. Этот день 4 февраля. И в этот день целью является информировать население о том, что очень важно проводить профилактику этого заболевания, насколько важна ранняя диагностика, чтобы на первых стадиях это заболевание можно было вылечить. Мы начинаем этот разговор сегодня, а движение «Антирак» этот разговор не прекращает в течение 8 лет. И раз ваше движение, ваша организация, ваше сообщество существует так долго, в течение 8 лет, значит, и работа находится, значит, это необходимо в Якутске нашим горожанам. Значит, есть люди, которые нуждаются вот в такой поддержке. Конечно. Капиталина Капитоновна, расскажите, пожалуйста, вы организатор этого движения, с чего все началось, и где вот эта отправная ключевая точка, и зачем вам лично это нужно было? Так. И нужно сейчас? Дело в том, что, конечно, если бы я не заболела раком, мне эта тема тоже была бы такая посторонняя, и я вообще думала бы, что это меня не коснется, что это не про меня. А все началось с того, что я заболела онкологией, онкологическим заболеванием, рак желудка, у меня полная гастроэктомия. И после длительного лечения, когда я уже, значит, после операции, после химии, после всех этих тяжелых испытаний, я поняла, что, оказывается, мне никто не может помочь, потому что мне было очень тяжело. Я очень сильно похудела, почти на 40 килограмм. Потом, значит, побочные эффекты были очень жуткие. Слабость, никаких сил нету. Вообще вот хоть подыхай. Я, значит, начала ходить, стала оббивать все пороги. И что вы думаете, оказывается, все от меня отмахивались. Потому что онкологический диспансер, он диагностирует, лечит, оперирует, спасает и до свидания. И после этого ты уже предоставлен сам себе. Сейчас прям камень вот в огород врача. Нет, ну это так. Потом, да, конечно. Потом, значит, в городской поликлинике, когда ты по участку к терапевту приходишь, они вообще не знают, что со мной делать. Говорят, а что вы хотите, вам все сделали. Ага, вы что хотели? А я хотела, чтобы мне помогли, чтобы мне тошноту убрать, чтобы мне силы, потому что я падала уже. И вообще вот у меня все органы болели, и все было мне не мило. Это после химиотерапии такой? Да. Это после 9 месяцев лечения. И что вы думаете, значит, к онкологу, допустим, отправляют, а онколог на участке сидит, он только ловит онкологических больных, проверяет анализы и дает направление в онкологию. А как со мной быть, как мне помочь, никто ничего не может сделать. И все, я начала умирать, и я поняла, значит, что я умираю, начала искать реабилитационные центры. Это 16 лет тому назад. В России вообще не было никаких реабилитационных центров. Но реабилитационные центры были везде, по всему миру. В Болгарии, там, в Греции, в Америке. Я уже не говорю про эти развитые страны. И мы нашли близко в Китай. В Китае, значит, Харбин. Слава богу, был прямой рейс. И, в общем, меня спас. На самом деле, я уже тогда начала умирать.
Практически я уже умирала, я уже с постели еле вставала, потому что у меня пищеварение не работало. И меня спас китайский профессор. Потом, когда он меня спас, когда я в себя пришла, и мне исполнилось 75 лет, я решила себе сделать подарок, и я решила написать книгу, значит, про все мои мытарства. И это вышла моя книга «Настанет день». И сколько лет назад она вышла? 8 лет назад. Сколько лет назад? Да, 8 лет назад. И сделали презентацию, и каким-то образом туда на презентацию пришла вся медицинская общественность. И там была Лена Николаевна Афанасьева, тогда главный врач онкологического диспансера. И вот она сказала: Капитолина Капитоновна, это очень нужная книга, может быть, надо начать какое-то общественное движение, объединять людей, которые пережили рак. И вот тогда с ее легкой руки, по ее идее, мы начали эту идею претворять в жизнь. И, конечно, это вот на голом энтузиазме, это чисто волонтерское движение. Это у нас, как говорится, ни кабинета, ни копейки денег, ничего, просто желание помочь. Вот с этого и началось. Вот это стало отправной точкой. Татьяна Вадимовна, смотрите, тогда получается, что... Знаете что? Вот не надо тут говорить о том, что, значит, онкологический диспансер вот так отверг. У них это не положено. Они не должны уже нас спасать, да? Потому что вы нас уже спасли. Уже операция сделана, химия сделана, все сделано, да? А дальше-то мои побочки-то, другие узкие специалисты должны меня спасать. Они должны быть, психологические беседы у меня должны быть, какие-то лечебные, гимнастика какая-то должна быть. Это все я потом поняла. Ну вот получается, что врачи сделали свою работу, да? Они провели химиотерапию, да. Они помогли, вылечили, но без реабилитации тогда человеку сложно подняться после... Конечно. То есть нужен какой-то, может быть, реабилитационный центр еще плюс к онкологическому диспансеру. Реабилитация пациентов – это очень важный этап, особенно если это касательно онкологических пациентов, да, действительно. То есть реабилитация очень важна, как физическая, так и психологическая. Мы ни в коем случае на врачей нападать не будем, тем более завтра день 4 февраля, да, день Всемирный день борьбы с раком. В этот день чествовать врачей, онкологов принято и благодарить их за их работу. Поэтому ни в коем случае я не хотела как-то уменьшить их работу, да, как-то обесценить. У нас есть вопрос слушателя. Алло, здравствуйте, давайте выслушаем. Алло, здравствуйте. Меня зовут Евсеева Аксинья. Я болела раком тоже хоридной эпителиома матки. Началось в 2000 году. Дошло до метастаза 4 степени. Но я сейчас, в данное время, конечно, считаю себя здоровым. И жажду жизнью живу вот так вот. Вот вопрос у меня вот такой. Скажите, пожалуйста, вот тогда у нас в 2000 году не было психолога. И самореабилитации онкологическим больным вообще не было. Я тоже в свое время, из-за осложнения у меня было дважды геморрагический инсульт. Я хотела реабилитироваться, хотя бы логопеду сходить. Но они говорили, что онкологическим больным нельзя реабилитироваться. Так меня дали понять. Поэтому я тоже сама. И я обливаюсь в 2003 году ледяной водой. И питание у меня тоже другое, и другой образ жизни. И теперь я тоже книгу выпустила. Должно презентация 13 числа февраля. И хочу вас пригласить в дом аж 13-го. Открытый вход будет всем. Очень хорошо. Рада познакомиться.
Спасибо вам большое, Спасибо. вы большая молодец. Вот как будто бы это заболевание, да, человека мотивирует на вот что-то еще делать, потому что вот вы заболели, вы книгу издали, да, вы это движение организовали, вы сейчас помогаете тем людям, которые с этой болезнью сталкиваются. Вот сейчас наша слушательница или зрительница позвонила, и у нее тоже Да. как будто бы вынуждена, да, что-то Да. делать, чтобы помочь себе, и таким образом ты помогаешь еще и другим людям. Тогда вопрос реабилитации до сих пор в нашем городе стоит Не очень в остро. городе, вообще во всем здравоохранении. Да, это сложный вопрос. Ну, реабилитация, я думаю, что его решат в ближайшее время. Что нужно человеку, чтобы вот эта реабилитация прошла успешно, чтобы он восстановился? Вот говорят психолог, логопед, или у каждого свое какие-то нарушения? Зависит от заболевания, потому что Мгм. онкологическое заболевание это не одна болезнь, это разные. Это разные, конечно, разные И органы. в зависимости от того, Какой орган пострадал? да, такие могут быть, ну, как бы побочные действия. Поэтому нужна комплексная работа. Тогда можно сказать, что на сегодня в Якутске вот реабилитацию, вот эту функцию, да, выполняет движение «Антирак». Дело в том, что в российском здравоохранении вот такого вот не предусмотрено, чтобы прямо вот, в других зарубежных странах есть специальные клиники, где люди приходят, и там врачи сидят, разные специалисты, психология, физкультура, искусство, там то все, и узкие специалисты. Это у них есть. А у нас в российском здравоохранении пока этого нету. Но если в 16 лет назад ничего этого не было, сейчас потихоньку начали появляться реабилитационные центры. Именно вот после того, как человек выживет от рака. Вот поддержка выживших. У нас поддержка выживших, да. Это вот ты выжил, но ты все равно больной, ты нуждаешься. Тебе нужна психологическая, ты должен хорошо спать, а там кто-то вообще не спит. Значит, ты должен хорошо кушать. Например, у кого, значит, ЖКТ, у них это большие проблемы, это я представляю. И мы даже друг другу завидуем. Мы говорим, хорошо, что у тебя молочка, а у меня желудок. И прямо мы завидуем, у кого молочка. Они могут кушать. А что такое молочка? Молочная железа, если удалить. Да. А у кого ЖКТ же, мы же все время голодные. Поэтому действительно доктор правильно говорит, что это комплексно. У кого какой орган. У кого, допустим, кровь, у кого кости, у кого печень, у кого легкие. Это все разные. Это все разные врачи должны лечить. Допустим, пульмонолог, онколог, наверное, должен быть, который на реабилитации сидит и помогает, у кого рак легких, да? А у кого ЖКТ, наверное, гастроэнтеролог там или гепатолог или еще что-то, который тоже вот помогает. Именно вот врач, гастроэнтеролог, реабилитолог, да? Вот Реабилитолог, с да, таким конечно. акцентом. Катерина Николаевна, вы координатор пациентского движения «Антирак». В чем заключаются ваши обязанности, полномочия? Ну, вот как раз в продолжение вашего разговора я хотела бы сказать, что вот в части реабилитации как раз мы этим и занимаемся. То есть мы вот часть каких-то вот, вот тех как раз мероприятий, которые нужны людям, которые, на самом деле с момента постановки диагноза и во время прохождения лечения, и после, конечно, вот в рамках нашего проекта мы что организуем? Мы организуем групповые встречи с онкопсихологом, которая с нами на протяжении 8 лет, с первых дней. Да, то есть все ее знают, это Васильевна Надежда Юрьевна. Вот. И фактически у нас 2 раза в месяц мы проводим групповые встречи с онкопсихологом на любые темы. Они нам очень помогают. Вот. Потом мы проводим занятия по лечебной физкультуре тоже. Движение. Это тоже очень полезно, да, потому что движение – это жизнь. Вот. И тоже одна из таких очень популярных, востребованных таких у нас это мероприятий. Мы организуем занятия по арт-терапии. Благодаря нашему партнеру Национальному художественному музею, на базе музея, значит, работники музея вот организуют нам мастер-классы. Это тоже своего рода психотерапия, очень любимая нашими участниками движения, вот, поэтому это тоже вот очень важно. Помимо этого, конечно, мы на площадке уже, на базе нашего проекта мы приглашаем узких специалистов. Это и неврологи, это и травматологи, это гастроэнтерологи, те специалисты, которые как раз нужны, то есть мы даже делаем опрос, да, вот с кем нужно встретиться, да, вот что сейчас актуально, и стараемся, выходим уже на городские медицинские учреждения, которые, в принципе, достаточно охотно соглашаются, приходят к нам,
чисто тоже как волонтеры и проводят встречи. Это мы делаем как бы не в стенах больницы или поликлиники, а также на базе музея. Поэтому, конечно же, еще у нас, основной партнер это Якутский онкологический диспансер, Конечно, который, что мы без них делаем. да, и поэтому тоже мы приглашаем волонтеров-онкологов. Чаще всего к нам приходит Феодосия Гаврилевна, главный внештатный онколог. Это в формате или завтрак с онкологом, или просто беседы, встречи. Прогулка. И тоже прогулка, да, с онкологом. И тоже все насущные вопросы, которые касаются и лечения, и реабилитации, или там химиотерапии. То есть у нас есть возможность напрямую задать врачу, и она всегда с удовольствием, с большим откликом приходит и готова ответить на любые вопросы. То есть это вот прямо вот тет-на-тет можно задать. И, то есть это мы считаем, что это прямо очень полезная вещь для нас. Можно тогда сказать, что есть реабилитация в Якутске, потому что все, что вы я перечислили, перечисляю, да, это то, чем мы занимаемся. Ну да. вот я вот хочу сказать, что то, что с нами, допустим, Федосия Гаврилевна и доктора из онкологического диспансера и общественные организации, это очень сближает государственную структуру с некоммерческой, да? с некоммерческой организацией. И наши больные, которые вот к нам ходят, наши участники нашего движения, они вот видят, что вот они рядом доктора. А очень многие люди, которые интересуются, хотели бы включиться в движение, но почему-то стесняются. Но это другой разговор уже. У нас есть ролик про движение «Антирак». Давайте, может быть, сразу сейчас Давайте. попросим режиссера показать его нашим зрителям. Сейчас пока ролик буквально несколько секунд готовят. Угу. Ну, я хочу еще добавить... Смотрим, да? Общественное движение «Антирак. Поддержка выживших» объединяет людей, переживших рак, и их родных. Наши волонтеры организуют встречи и беседы со специалистами для непосредственной помощи улучшения психического состояния и эмоциональной поддержки больных и их близких, которые страдают не меньше, чем сами больные. Главное в это время – не оставаться один на один с коварной болезнью и замыкаться в себе. Наоборот, надо общаться, делиться своими тревогами, встречаться. Мы вместе поможем друг другу в излечении и реабилитации после лечения. Пора объединяться. Вместе мы сильнее, и нам легче победить недуг. Подробности на сайте antirak-yakt.ru. В ролике акцент на то, что необходимо общаться, необходимо приходить со своим вот этим вот тяжелым, да, состоянием. Конечно. И разделить его на всех тех, кто знает уже, да, как это. У нас есть звонок еще одного нашего слушателя, зрителя. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Да, говорите. Представьтесь, пожалуйста, слушаем. Ага, я хотела задать вопрос, да? Где это все проходит? Как к вам присоединиться, расскажите. Как нам присоединиться, да? Ну, у нас есть, как вот в ролике было написано, в конце есть сайт antirak-yakt.ru. Вы можете на него зайти, вообще ознакомиться с нашей деятельностью, какие мероприятия мы организуем. И также есть кнопочка «Вступить в сообщество», на которую надо нажать, заполнить форму, и мы с вами свяжемся и, соответственно, как бы включим в наше пациентское движение. И оставайтесь с нами до конца программы. Такая тема, о которой можно говорить очень долго. Да. Во втором блоке у нас будут другие гости, и мы еще расскажем о выставке, которая пройдет завтра в Национальном художественном музее. Вот как раз она бы рассказала. Да, как раз можно будет туда прийти всем, кто захочет познакомиться, да, с движением «Антирак». Заодно и встретиться, посмотреть, пообщаться с нами. Пожалуйста, приходите завтра, 4 февраля, Кирова, 9, в 16 часов в Национальный художественный музей. Это будет открытие выставки «Вместе победим». Будут представлены работы наших участников пациентского движения «Антирак» и онкологов. Такая интересная, уникальная выставка. Вход свободный. У нас есть еще один вопрос, я не знаю, мы успеем? Успеваем? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот сейчас случайно включила телевизор. Я бы хотела присоединиться. Вот у меня тоже рак, первая группа. Стадия. Да.
Вот очень хорошо, смотрите, да, как что мы об этом говорим, посмотрите, людям нужна помощь, да, они конечно. хотят узнавать больше о том, как им с этим заболеванием справиться, как научиться жить. Я, к сожалению, Татьяна Вадимовна, вы во втором блоке с нами не будете, мы так мало вас послушали, Да. и вы, конечно, вам огромное спасибо за то, что вы делаете свою работу вот такую, это же очень тяжело, к вам приходят люди с такой бедой, и это все через себя пропускаешь, да, каждый врач, он же не может по-другому, чтобы помочь. Ну, наши пациенты, они наши до конца, то есть мы с ними всегда, поэтому они становятся нам как родственники, мы приходим, мы знаем их детей, их внуков, мы общаемся, поэтому да, это очень важно. Дорогие друзья, через короткие 4 минуты мы снова вернемся в студию и продолжим говорить о том, как можно помочь тем, кто столкнулся с заболеванием рака. Оставайтесь с нами, скоро вернемся. Спасибо. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире, мы продолжаем. В нашей студии люди, которые знают все о заболевании рак, к сожалению, столкнулись с ним в своей жизни. Также в нашей студии сегодня врач. Я еще раз напомню, что в нашей студии гостит Капитолина Алексеева. Капитолина Капитоновна – общественный деятель, публицист, руководитель пациентского движения «Антирак», член Общественного совета Минздрава Республики Саха-Якутия. Капитолина Капитоновна, еще раз вас приветствую. Еще раз добрый день. Вам нужно присесть. И в нашей студии осталась на второй блок. Мы попросили Татьяну Вадимовну Елынскую. Спасибо, что вы с нами. Врач-онколог поликлинического отделения Якутского онкологического диспансера. Еще раз вас приветствую. Здравствуйте. Мы вас попросили остаться, потому что, возможно, будут звонки от наших слушателей и зрителей. Кто-то еще захочет какой-то вопрос задать по этому заболеванию. Также к нам сегодня присоединились во втором блоке Надежда Семеновна Эртюкова, правильно ударение? Да. Эртюкова, волонтер движения «Антирак», дипломированный равный консультант. Надежда Семеновна, здравствуйте. Добрый день. И в нашей студии Татьяна Гаврилевна Киселева, член движения «Антирак». Татьяна Гаврилевна, добрый день. Еще раз всех благодарю за то, что вы сегодня в нашей студии. Продолжим говорить. В первом блоке позвонили наши слушатели и зрители. Оказывается, насколько важно людям получить эту информацию. Завтра, 4 февраля, основная цель Дня всемирной борьбы с раком – информировать население о том, что такое заболевание существует, оно по-прежнему опасно, второе по смертности, и о том, насколько важно провести раннюю диагностику, чтобы человеку смогли помочь врачи. Татьяна Вадимовна, скажите, насколько сейчас люди осознанно подходят к тому, чтобы обратиться на ранних этапах своего заболевания? Как они распознают и могут ли распознать его сами? Или там, допустим, насколько они проходят часто диспансеризацию, чтобы врачи это выявили? Или все-таки как-то больше еще на авось живем мы? Ну, к сожалению, действительно, основное количество пациентов, которые к нам приходят, это пациенты, у которых уже проявились симптомы. То есть появляется симптом, они обращаются к врачу. Какие симптомы? В зависимости от заболевания, да. То есть, если мы берем, допустим, самые распространенные виды онкологического заболевания — это рак легких у мужчин и рак молочной железы у женщин. Все-таки они выявляются путем флюорографии, которую мы должны проходить раз в год, и маммографии, которую должна проходить каждая женщина после 40 лет. Это обязательно. Это не потому, что ваш работодатель так хочет, а потому что это ваше здоровье. Чем раньше мы выявим рак, чем раньше мы поставим диагноз, подберем адекватное лечение, тем лучше прогноз. Это закон. Да, конечно, и более распространенные формы лечатся. У нас есть пациенты, которые находятся в длительной ремиссии с 3-й, с 4-й стадии, но все равно чем раньше, тем лучше. Поэтому не пренебрегайте диспансеризацией, обязательно проходите ее. Да, не хочется, даже если ты не работаешь, все равно раз в 3 года ты должен проходить диспансеризацию. Флюорографию нужно делать раз в год. У нас уже несколько лет функционирует программа «Онкопоиск». Можно зайти на сайт «Онкопоиск Саха» и пройти анкетирование. Если у вас выявлены какие-то группы риска, вас пригласят к нам в онкологический диспансер, вы пройдете обследование. Если все нормально, мы вас со спокойной душой отпустим домой. Если вдруг, не дай бог,
выявлено подозрение на онкопроцесс, вы уже идете к нам в поликлинику, в поликлиническое отделение Якутского республиканского онкологического диспансера, где мы проводим более обширное, более детальное обследование. У нас путем этой программы были выявлены пациенты с онкозаболеванием. А лидирует какой орган по раковым заболеваниям? Вот легкие, понятно, его можно увидеть, да, но, например, рак печени ты можешь не распознать, а кто-то говорит, что если ты стал более утомляем, если у тебя там какая-то вялость, то это, а вдруг это у тебя рак? Насколько это миф или это правда? Нет, действительно, общая слабость — это один из симптомов, но он это не симптом только онкологического заболевания, поэтому важно проходить комплексное обследование. Самые часто выявляемые самостоятельно пациентам — это все-таки рак молочной железы, рак кожи, то есть то, что мы можем пощупать и увидеть. Да, совершенно верно. Поэтому крайне важно подходить к самообследованию добросовестно. Если вы видите подозрительную родинку, она вас смущает, она как-то меняется со временем, увеличивается, меняется цвет, форма, не пренебрегайте этого. Сходите к дерматологу, он сделает вам дерматоскопию. Это безболезненная процедура, которая занимает несколько минут, и он вам точно скажет, нормально это обычная родинка, да, на которую вы можете не обращать внимания, либо это подозрение на такое грозное заболевание, как меланома, и уже нужно принимать какие-то радикальные методы. А вы говорите сейчас о родинках, которые вот просто появляются, их не было, и они как родинка, или они могут быть каких-то, там, например, красного цвета, да, какого-то, или это просто, появилось какое-то пятнышко вот такое, можно и не заметить, и не обратить внимания, или они прям очень должны как-то бросаться в глаза? Нет, родинки, они есть практически у всех нас. Да? У нас кожа, вырабатывается меланин, который является пигментом, придает коричневый оттенок. Если ваша родинка красная, это, скорее всего, не страшно. Это, скорее всего, сосудистое образование, но все равно надо за ним наблюдать. Я имею в виду именно, когда родинка меняется по определенным факторам, меняется ее размер, то есть она растет. Как пятно, может быть, да? Меняется ее цвет. Она была у вас коричневая, такая однородненькая, а тут она стала пятнистой. Это уже повод задуматься. Меняется ее форма. Была кругленькая, красивенькая, а тут она стала такой, как медуза. Это тоже, не очень хороший признак. Изъязвляется, какие-то еще моменты. Меняется. Да, это очень важно. Вы знаете себя лучше других. Если вы видите, что идет какой-то, ненормальный процесс, надо обратиться к врачу. Да, вы потратите там полчаса, час своего времени, но он вам скажет, все в порядке, не волнуйтесь, идите домой. И все будет хорошо, чем проглядеть. У каждого человека родинки появляются. Это нормально. У кого-то их появляется больше, у кого-то их появляется меньше. Это тоже нормально. Главное, чтобы они не менялись. Вот этот момент. Это если вот про рак кожи мы говорим. А лидирует какой орган вот по этому заболеванию? Вообще у мужчин распространенный самый это рак легких, потому что у нас мужчины чаще курят, плюс вредное производство. То есть, там факторов больше. У женщин это все-таки рак молочной железы. Поэтому маммография, флюорография, обследование. Если есть какие-то жалобы, которые вас беспокоят, обратитесь к врачу, он проведет вам исследование. Конечно, сейчас очень много же таких, сейчас онкопоезд, еще что-то. Да, очень хорошо оснащены поликлиники, эндоскопические исследования, там проблемы, чувствуете боли в желудке и так далее, тяжесть, там без причины теряется вес, сходите к доктору, он вам сделает гастроскопию, посмотрит, все ли там в порядке. Это ужасная процедура, не все же ее могут переносить. Она неприятная, я не спорю, но в случае онкопроцесса она крайне необходима, потому что нам нужен этот материал с опухоли, чтобы поставить диагноз. Научитесь потом глотать как конфетку. Не дай бог, не дай бог. Надежда Семеновна, расскажите, пожалуйста, о том, почему вы примкнули к движению антирак. Просто у нас время так быстро бежит. Такая тема глобальная. Интересная. Вы прям говорите, говорить несколько часов можно. Я, во-первых, примкнула, потому что я сама онкобольная. Микрофон нужно поближе. Примкнула, потому что я сама онкобольная. У меня 4-я стадия. Да вы что? Рак неоперабельный.
То есть вы сейчас живете в 4-й стадии рака? Я сейчас живу с И что? 4-й стадией Нормально. Ого, рака. вот это да, я даже Да. не знала, что Благодаря можно нашим да. врачам. Да. поддерживать, пусть 4-я стадия, Да. но ты можешь с ней жить, поддерживать. Да, ее А. как бы вот я уже как 5-й год, 5 лет живу с этим диагнозом. Ну, конечно, время от времени прохожу химиотерапию. А но, как вы живете, как ваша жизнь проходит, как выстраивается ваш день? Ну, если говорить обо мне, то я вот буквально ведь до июля месяца еще работала. Благодаря вот своему коллективу Национальной библиотеки они как бы поддерживали, и вот я по своему желанию работала. Но сейчас я как бы уже после второго заболевания, второй раз, когда был рецидив, я уже как бы сама ушла, потому что сил уже все-таки немножко стало меньше. Ну и живу я, можно сказать, очень даже активной жизнью. И, наверное, я вот когда была здоровая, у меня была в основном дом, работа, дом, то теперь я как бы практически вот живу вот полнокровной жизнью. Я выхожу на арт-терапии, я выхожу вместе со своим вот, сообществом антирак в театры. И, Вы равный консультант, что это означает? да, я равный консультант, но вот после того, как я заболела, вот благодаря тому, что рядом со мной были люди, которые уже болели с онкологией, вот даже самая Капиталина Капитоновна, к которой я обращалась с любыми своими вопросами, я поняла, что тому, кто вот только-только заболел, обязательно нужен человек вот рядом, который прошел через этот диагноз, у которого можно спросить. Это те вопросы, которые даже, вот, может быть, бытовые, которые не спросишь у врача. Это те вопросы, вот, допустим, даже вот что делать с той же самой тошнотой во время химиотерапии. Не книги, не эти, а именно вот конкретно человек может мне что-то И посоветовать. что с ней делать? Ну, тут чаще всего Способов как бы, много. способов много. Там их знаем. много, мы как бы это уже делимся своими. Ну и поэтому как раз вот объявили, фонд онкологика объявил, значит, очередное обучение на равных консультантов. Я туда поступила, 3 месяца обучилась, теперь я вот сертифицированный равный консультант, или как сейчас их называют, онкомейт, и имею полное право проводить вот консультации для наших онкопациентов. Вы, конечно, большая молодец. Татьяна Гавриловна, расскажите немножечко о том, почему вы в этом движении антирак. Поделитесь своей историей. Здравствуйте еще раз. Поближе чуть-чуть к микрофону. Ну, ровно год тому назад, 2 февраля, я сама у себя диагностировала, ну, не диагностировала, а выявила, значит, вообще чисто случайно. Лежали с ребенком, игрались, и тут надавила на мне на грудь, и что-то мне закололо возле груди. Ну, пальпацией начала заниматься, значит, осмотрела, здесь посмотрела, значит, ничего такого не было. Ну, и поняла, что это какой-то звоночек, ну, сразу как-то поняла, что... Ну, об этом же все читают, как-то все равно где-то это проскальзывает. И я сама с Лайховского улуса, и к нам приехали онкологи. Я пошла. Ну, конечно, все затягивало. Работа, надо было это сделать, 5-е, 10-е, потом уже... И знакомые тоже, кому не говорила, они говорят, да, это просто лимфоузлы увеличились, наверное. Ну, это как там». обычно, мы же успокаиваем друг друга. Да. Ничего. Ну, думаю, ладно, раз приехали, надо сходить. Сходила, УЗИ провели, сразу сказали, что вам срочно нужно ехать как бы записали меня в ЕРОД, и я очень быстро попала туда. Да, и как бы действительно подтвердилось то, что у меня онкозаболевание, рак молочной железы. Как вы восприняли, как врач вам сказал, и что вы почувствовали, когда вам сообщили ваш диагноз? Ну, она долго не могла мне об этом сказать. Но я прошла все процедуры. Процедура тоже не из, как говорится, быстрых. Там один анализ только делается около течения 10 дней. Ну, самое главное, ну, вот это ожидание, оно вот как бы... Тяжелое, да. А так... Вы, наверное, уже были готовы. Да, я себя уже потихоньку настраивала. Все равно думаю, если даже это не будет не оно, но все равно себя уже надо
к этому настраивать, потому что все равно ты видишь, когда берут пункцию, когда делают анализы, когда у тебя делают УЗИ, они уже, это же врачи, они уже как бы все равно уже как бы практики своей, как бы они говорят, ну так что-то нехорошо, там туда-сюда, как бы я уже себя настраивала изначально. Когда я пришла услышать свой диагноз, долго она об этом не говорила, врач, все как бы мешкалось, все я смотрю, она так тактично на меня посмотрит, да все это в свой монитор. Но я сразу ей сказала, как там все. Наверное, плохо, да? Она говорит, ну да. Я говорю, ну, что будем делать? Я уже перед этим, да, очень много литературы прочитала и себя настроила, поэтому я сразу ей сказала, говорю, мы будем лечиться, какие у нас выходы, что у нас, вы мне предлагайте, вы мне говорите. А какую стадию поставили вам? Вторую стадию поставили. А это повлияло на то, через какое время вы обратились после того, как почувствовали, или вы вовремя обратились? Я вовремя. 2 февраля, получается, я ее обнаружила, 19 февраля я уже была здесь. И уже сдавала анализ. Да, это и, быстро, да. Да, и как лечение, насколько успешно? Ну, начнем с того, что диагноз тоже необычный, рак молочной железы, и он тройной негативный. Это подтип такой, который плохо поддается лечению. Есть, оказывается, еще такой. Я тоже не знала, рак-то рак какой-то там, да. Оказывается, есть такой тоже подтип. И смотрела, как бы, чтобы не впасть в депрессию, как бы, начала смотреть. Я же не одна такая здесь в Якутии, правильно? Начала в интернете смотреть. И вот нашла на антирак. И как раз я вот наткнулась на Екатерину. Я ей написала, что так и так у меня вот диагностировали, чем вы там занимаетесь, я хочу к вам. Как важно все-таки найти, да, людей, которые тебя могут какой-то информацией поддержать. И я не ради красного словца, я вот смотрю, вы все хорошо выглядите. Вы с прическами, с косметикой. Все да? красотки. Да. Капиталина Капитоновна, я знаю, что вы не любите комплименты, но вы действительно прекрасно выглядите, у вас такой стиль. Ну, я старалась сегодня. Да. Да, я видела ваше такая. интервью, ваши фотографии. Вы действительно очень хорошо выглядите, прям Спасибо. большие молодцы. Тут, когда я себя нормально чувствую, что вроде бы, да, без химиотерапии, иной раз лень там что-то там где-то подкрасить, а вы прям вообще красавицы. У нас есть, чтобы мы успели посмотреть, у нас есть ролик про то, что важно обратиться как можно раньше, чтобы узнать про рак. Не дай бог. Джилустан Иванович, результаты ваших обследований очень печальны. Болезнь не поддается лечению, опухоль прогрессирует. Вы обратились слишком поздно. В наше время рак не приговор. Биопсия показала, что у вас рак первой стадии. Я назначу вам лечение. Регулярное прохождение диспансеризации – это залог раннего выявления рака и его успешного лечения. Помните, что рак излечим, если его диагностировать вовремя. Подробности на сайте онкопоиск.саха.рф. Создание таких роликов – это тоже заслуга движения «Антирак». Вы выигрываете гранты, да, получаете гранты и информируете тех людей, которым важно, не только тех, которые болеют, да, какую-то информацию, которым важно позаботиться о своем здоровье уже сегодня. У нас до конца эфира остается минута. Мне очень жаль, что мы наверняка о многом не успели поговорить, но я очень рада, что сегодня этот разговор состоялся, что нам позвонили люди, которые сказали, что им нужна эта помощь. Давайте напомним, что завтра любой человек, кто захочет познакомиться с вами, кто захочет присоединиться к вашему движению в качестве волонтеров, да, или в качестве человека, который хочет вот это сообщество, да, получить, это подарок на самом деле, правда? Да, это очень большое мероприятие. Да. Это практически спасательный круг это для да. людей И с пусть люди онкологией. придут и послушают, и посмотрят. Все стали художниками, и там участвуют наши доктора-онкологи, наши больные. Это благодаря Национальному художественному музею. Завтра это в 4 часа туда завтра. приходите, там будет выставка, там будут все волонтеры, все участники движения «Антирак». Будет интересно. Да, всем здоровья, всем спасибо за внимание и хорошего вечера. Здоровья.